Так, Халил Кишлер, ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух, кадрлы дуслар, милләттәшләр, күзәтүчеләр. Добрый вечер. Вас приветствует Руслан Айсин на канале Татполит. Сегодняшняя наша беседа будет проистекать на русском языке. Мы так просили, чтобы охватить аудиторию, но при этом я, конечно, буду какие-то тезисы вкраплять на татарском языке. Или же сараулар разбулса, если у вас будут вопросы, пожалуйста, адресуйте на любом языке. Я постараюсь ответить, если они нас заинтересуют. Итак, сегодняшняя тема посвящена важной, на мой взгляд, концептуальной теме, что такое нация, кем являются татары, почему, в общем-то, мы можем говорить о наступлении втором нашествии Ивана Грозного, чем это символически, культурологически и политически связано, с чем. Тема достаточно сложная, поэтому я, возможно, не смогу ее раскрыть всецело и всетотально в сегодняшнем эфире, но как бы там ни было, с вашей помощью, иншаллах, Аллах байырса, без ана булрачахмас. Перед этим я вас просил подписаться и поставить соответствующие лайки для продвижения нашего канала Татполит. Итак, есть очень интересный момент. Что же такое народ? В татарском языке есть понятие народ, которое переводится как халак. Ну, халк, фактически. В татарской транскрипции несколько удлинился. Так вот, очень важно понимать, что народ с точки зрения символико-политологического религиозного аспекта – это некая группа, которая исключена, к сожалению, из политики. Поэтому в нашем случае правомочно говорить «миллят». Арабское слово, оно более глубокое, потому что оно подразумевает не только этническую, но прежде всего религиозно-идеологическую форму объединения и бытования некого сообщества. Ну, например, там, вы знаете, в Коране сказано «Муса милляте», да, «Аиса алейхиссалам милляте». И в Османской державе религиозные группы назывались миллятами. То есть это больше, чем народ, чем нация в его европейской и нововременной интерпретации. Вообще, надо сказать, что любая трактовка политического смысла термина «народ» должна отталкиваться от того особого факта, что в современных европейских языках уж так получилось, потому что так или иначе концепция нации, о которой мы говорим, о которой многие привязаны, она все равно связана с европейской традицией, в общем-то говоря, поэтому у татар вопрос национального строительства среди практически всех тюркских народов в свое время был передовой. Почему? Потому что не было своей статусности, Я сознательно, как вы знаете, исключаю такое понятие, как государство, потому что оно не соответствует нашему пониманию, как оно должно быть. Государство – это господарство. Введенное в оборот еще при Иване III означало, что государь и господарство – это придворные, те, кто подчинены, холопы. То есть господарство и государство – это государь и холопский двор. В нашем случае это даулят. А даулят – это не прямой перевод государства, как его переводят. Вот калькированные переводы, они всегда грешат такой вот ерундой. Даулят, я помню, мархум Абиим, моя бабушка покойная, научил меня в детстве дуа изге даулят дыньява ахирят. Был такой тезис, да? Даулят – это мул, то есть благосостояние, оно так и переводится в арабском. Дауля как благосостояние, один раз в Коране встречается. Это понятие, в том числе, если мы говорим о европейских языках, слово «райх» – это не то, что связывает с Адольфом Гитлером.
Райх – это тоже благосостояние. Откуда происходит индоевропейское санскритское слово «рай». Рияд в арабском означает сады. Эр-Рияд, да? Столица нынешней Саудии. И здесь вы понимаете, что это сильно меняет оптику восприятия. Или мы строим господарство, где есть прослойка и есть народ, а я поясню, почему народ исключается из политики сознательно. Халак. Не нация, не миллят, не нейшн. Да? Потому что в европейских языках слово «народ» всегда означало бедных, неимущих и исключенных. То есть один и тот же термин сознательно означает как конститутивный политический субъект, да, вот как бы мы народ, так и класс, который исключен из политики, у которого нету прав. Вот в чем дело. Когда мы говорим народ, мы сознательно и несознательно опрокидываем на себя это понятийное ведро. Мы исключенный класс. Прекариат еще к тому же есть. Такое сложное понятие. Так вот, итальянское слово «пополо», да, или французский «пёполе», или испанское «пуэбло», там их производные «популярис», «популяри», «популяр», в позднелатинском «популюс», естественно, да, означает и в простой речи, и в политическом лексиконе массу граждан. С одной стороны, в качестве единого целого, итальянский народ, народный судья, но одновременно и представители низших классов. То есть в этом смысле мы как бы являемся представителем низшего класса для так называемых властимущих. Да? Если берем, например, опять-таки западную модель, вот американская. Американская модель нации. В американской конституции можно прочитать «We people of the United States». Да? То есть говорится без качественных развитий. Мы народ Соединенных Штатов. Соединенных, ну опять государство неправильно перевод, стейтов. Стату, о чем мы говорим. Да? Но когда Авраам Линкольн в своей геттисбергской речи говорит government of the people, by the people, for the people, в этом странном повторении, как бы зациклен, да, of the people, by the people, for the people, вот заключено повторение одного народа второму народу, третьему народу. То есть он как такой персидский ковер разворачивается, и там мы видим многоярусную узорность. Эта же двусмысленность была ключевой и для Великой Французской революции, которая, собственно говоря, конституировала современное понимание нации европейского формата. Да? То есть сострадание к народу, который является исключенным классом. Революция действует во имя народа, который является пылью на ветру. Поэтому я и говорю всегда, что нация формируется в моменты своего максимального проявления политического, то есть максимальное ее проявление в момент революции. Потому что в момент революции происходит ее чистая суверенизация. Чистая суверенизация. Так произошло в 1990 году, когда Татарстан объявил о суверенитете. Это революция. В 17-18 годах это была революция. И вот вы берете эти две точки, вот любого возьмите за его шелковистые, густые, как у Брежнева, брови, и спросите. Пики максимального проявления политической воли татарского народа. И он вам скажет 17-90 год. Он даже бессознательно на это ответит. Именно почему? Именно потому, что политическая воля обретает себя именно в таких моментах. В остальных случаях народ всегда спит. Халак яклей. Вот всегда, практически. И это не
то, что укор к нему, это вполне нормальное физиологическое состояние, как у ленивцев. Вы сколько угодно можете ленивца брать, читать ему лекции, подключать к прямому телеэфиру телеканала ТНВ и заставлять его смотреть о героях СВО, но физиология его никуда не денется. Так что и здесь. Но вот пиковые решающие моменты, они задают некий определенный тон на будущее. Да? Но постоянно в пике он не может жить. Поэтому я и считаю, что мы сейчас должны подготовить новую национальную революцию. Революцию духа, прежде всего. Даже Ханна Аренд, которая была ученицей небезызвестного Хайдеггера, который много писал про Фолькиш, про германское возрождение революционное, потом его приписали к нацистам, что не совсем верно. Ханна Аренд, как известно, была его ученица, которая его защищала. Она была еврейкой, и, соответственно, вот она, как представитель еврейского народа, отметала все эти безобразные обвинения в сторону этого великого мыслителя. Так вот, она тоже говорит, что слово «народ» своим существованием обязано некому состраданию. То есть, да, вот народ, он всегда как бы вместе с народом всегда идет понятие там несчастный, обездоленный, народ как бы страдающий, захваченный, да, то есть и это выразилось в формулярах и идеологических посылах французских революционеров, там, того же Робеспьера или аббата де Сиеса, который был идеологом, одним из идеологов Великой Французской революции, которые обращались и говорили: о, несчастный народ, о, покинутый народ. Да? То есть в народе они как бы обретают некого соратника или некого партнера, я имею в виду революционную прослойку, потому что революционеры – это все-таки особый каст, всегда. И, собственно говоря, народ в эти моменты начинает обретать суверенитет. Он становится обладателем суверенитета, потому что он сносит существующий порядок и существующую элиту. Поэтому все вопрошания простых людей: ну почему вот эти элиты наши там сидят, они ничего не делают для народа? Потому что и не могут делать. Потому что для них народ исключен из политики подлинной, и в этом заключен масло их властный ресурс. В противном случае, если они будут с вами делиться, тогда они теряют свои полномочия безусловных элит. То есть суверенное тело народа обретается в момент борьбы за власть. А когда он обретает когда он становится борцом за власть? Когда он готов к революционным свершениям. А по-другому никто эту власть не отдаст. По-другому народ не станет нацией. А нация – это уже полноценный обладатель политической воли. Да? Ну, вообще, это как бы сложная тема, о которой до сих пор там идеологи бьются, что такое нация, кого можно считать нацией. Почему в одном случае народ, этничность, этническая группа, в другом политическая нация, ну и так далее и тому подобное. Здесь можно в эти дебри далеко уйти и, в общем-то, не выйти. Да? Даже товарищ Сталин, и тот давал достаточно известное определение того, что народ, нация – это некая общность, которая схвачена некой единой территорией, языком, культурой, самоощущением и некой протяженностью в прошлое. Да? Но товарища Сталина мы не будем здесь брать в качестве нашего попутчика. Понятно почему. С некоторыми вот этими его подходами можно согласиться, но единственное, я не соглашусь с моментом, связанным с территорией. Относительно татар. Конкретно относительно татар. Татары – нация, которая проживают по всей широте Евразии.
ну, недаром пролив, разделяющий материк и Курилы, называется Татарский пролив. И, собственно, заканчивая Восточной Европой, татары не просто оставили след, они присутствовали в качестве организаторов политической воли. Там Липка Татарлара, например, да, в Литве, это 1410 век, битва при Грюнвальде, добытая не в последнюю очередь благодаря татарской коннице, благодаря чему, в общем-то, они, значит, смогли стать важной частью литовских и польских политических структур. Кстати говоря, в 2010 году там поставлен памятник татарскому коннику, воину в Грюнвальде, как дань этим событиям. То есть вот уже вам, пожалуйста, как минимум 600 лет, хотя было, конечно, и раньше, при еще там Ягайло, и это фактически 14 век. В 14 веке уже так плотно там сидели. Я уж не говорю про Крым, я уж не говорю про Дашты-Кыпчак, про Половецкое поле, это вообще 9-10 век, а давайте возьмем и тюркские каганаты. Это вообще там 6-7 века. И в Евразии. А вот в предыдущей моей лекции на канале у нас на Татполите как раз есть моя беседа с Гелой Васадзе по поводу происхождения татар, где я попытался, хоть и немножко хаотично, эти все вопросы развернуть. Так вот, для татар вопрос территориальности, он очень сложный, потому что он связан не только с Татарстаном, потому как татары больше, чем Татарстан. Больше и географически, и символически, и метафизически. Татарстан маленький, это родинка, родимое пятно на теле Большой Евразии. Но мы не можем отказаться от этих просторов ради этого. Нет, они должны быть инкорпорированы друг в друга. Да, Татарстан сейчас является сжатой формой политической репрезентации. Ну, понятно, что ее свечение ослабло в свете того, что Москва давит, в свете того, что война, и уже как бы вот она выполняет некую символическую роль. Но ждать от нее, что она будет проектором великих политических импульсов, ну, я думаю, наивно. Мы должны стать этим. Мы должны стать конструирующим элементом новой революционирующей нации. Революционирующей нации, потому что в этом только мы сможем пересобраться и ответить на эти новые вызовы. Вот ветхий миллет, он должен уйти. Яма миллет барлыка, киллерге тиеш. Могут задать вопрос, а что это такое яма миллет? Вот что это такое? Ну, так же, как и человек. Потому что вот есть человек в отрочестве, да, есть человек там в зрелом условном возрасте, вот кварткиши. Если так посмотреть, по сути говоря, вот если их так расслоить, как двойников или тройников Путина, да, перед нами будет 3 разные ипостаси присутствия. Как бы физиологически, оно вроде одно и то же, хотя тоже вопрос, конечно, потому что клетки постоянно реновируются. Ну, как бы есть идея, эйдос такой греческий, да, вот есть эйдос, вот он един, как бы, идея. А ведь если мы не двигаемся, то мы ветшаем, да, ну, так же, как и человек, как говорят, киши харакет этми, и кен, ну, значит, щерли вошли, да, харакет табаракет, как говорят у нас, в движении жизнь, перпентум мобиле, говорили латиняне. Так вот, у Ренана есть очень хорошее определение, что объективному определению нации служит так называемое субъективное, как коллективное. Субъективное как коллективное, да? Что нация – это ежедневный плебисцит. То есть нация – это ежедневное некое голосование. Ну, не просто голосование пришел, проголосовал.
как нация, которая постоянно идет на некую политическую событийность. И в этой политической событийности она участвует. Если она в политической событийности не участвует, то она постепенно из нации разрушается и переходит в разряд народа, холок. Народ – это же просто общность. То есть она не обязательно скреплена чем-то. Ну, живут в одной местности. Да? И, кстати, в 19 веке-то много копий по этому поводу было. И во Франции той же сломано. Как относиться, например, к французским евреям. Или к немцам, германоговорящим. Те, которые проживают в Эльзаце, Лотарингии, например. Относятся они ли как к французской нации? Да, они ответили, потому что после конструирования новой революционной нации к нации относятся все, кто принимает, во-первых, порядки новой революционной Франции, это гражданская нация так называемая. А дальше они вычислили, вернее определили, что тот, кто владеет французским языком наравне со своим, может называться французом. Это определяюще, потому что с этого момента начинается сцепка. Миллет, нация, язык. Особенно во времена Столетней войны между, кстати говоря, Англией и Францией, этот вопрос вставал не менее резко. Что гражданин там Франции, подданный на тот момент, должен носить язык как бы культурообразующего слоя этого населения. Я просто пытаюсь подбирать очень корректно, околонаучно понятие. Не только потому, что как бы вот им говорит знать, а потому что ты доказываешь тем самым свою сопричастность к борьбе против захватчика иноземного. Да? То есть я не он, вот так. Нация – это я не он, скажем, вот так начинает сформироваться. Поэтому всякий раз нация является аспектом каждодневного плебисцита. Но национальный вопрос – это не только такая заковыристая историосовская теория. Национальный вопрос, как называли ее еще старые марксисты, как известно, да, она является точкой пересечения политики, технологий, социальных процессов. Это очень сложная конструкция, на самом деле. Если мы не будем на эти вызовы давать свой ответ, то в этом случае мы будем растериваться, мы будем терять миллет. Потому что вот Татарлар – это как бы сложная архитектура. Мы проживаем не в одном Татарстане, не в одном Поволжье, да. Соответственно, вот этот вот сложный организм, он такой грибница такая, требует постоянного, как я уже сказал, ежедневного плебисцита, ежедневного усилия и соучастия в политических делах. Или формулирования политических вопросов, или постановки этих вопросов. И, соответственно, вопросы технологий, они очень важны. В свое время, когда только-только интернет стал проникать так по-настоящему в пространство бывшего Советского Союза, многие говорили о том, что как же меня вот там, значит, глобализм, галямата, значит, уравниловка, это все как бы сейчас сломать наши традиционные структуры. Но в этом вопрошании, как говорил Гейне в свое время, да, в ужасающем, в опасности кроется и спасение. Так вот, в этой опасности, из этой опасности произрастало и спасение. У Синта такой вот информационное поле, оно для нас выступает фактором объединения.
очень важным, технологическим. То есть вот мы разбросаны, один из наиболее разбросанных, рассеянных, распределенных, рассредоточенных народов, да, территориально я имею в виду. От Австралии, где проживает достаточно большая старая татарская диаспора, до устойчивой диаспоры Финляндии, я про старую говорю, Соединенных Штатов, да, это вот старый, сейчас понятно процесс, демографический антропоток, в том числе у татар, идет достаточно бурно, и пока тяжело анализировать вот, в режиме реального времени. И, собственно говоря, информационное общество и информационное поле – это то, что нас цепляет. То есть мы можем с вами общаться. Вы можете смотреть из Соединенных Штатов меня. Я могу к вам обращаться, да, если вы там где-то находитесь в Китае, например, или в Австралии. Мы можем по видеозвонку, мы можем обмениваться какими-то файлами, мы можем учиться вместе. Ну, то есть, в принципе, кроме вот такого тач-соприкосновения, все остальные аспекты нашего с вами взаимодействия существуют. И в этом плане мы можем говорить, что нации существуют не только в качестве функции территориального стата особого типа, как во французской модели. Я противник этого, потому что татары проживают везде, и они составляют единое тело и целое. Ну, конечно, есть некая территория условно-символического исхода. Она существует, символически к ней надо привязаться, да, ну, якорь какой должен. Но он не должен быть для нас конституирующим и определяющим, потому что не будет его, что будем делать? Мы не можем зависеть от этого, как это сейчас произошло. Но мы все будем зависеть от Татарстана. Татарстан разгромили, что дальше? Будем сидеть, свесив ножки и горевать? Нет, конечно. Нужно действовать в режиме потерянной территориальности. Потерянной территориальности. И, в принципе, как экстерриториальный миллят. Или, как я его называю, нация в походе. Поэтому насчет технологий дальше, да. Например, ряд итальянских мыслителей, ну, скажем, да, мыслителей, назовем так громко, говорили, что именно телевидение и массовое распространение телевидения и газет, СМИ создало, вернее, распространило литературный итальянский язык на всю Италию. В момент объединения Италии, я вам скажу, Кадриль Дуслар, 1870 год, 150 лет назад, литературным французским, итальянским языком владело 2% населения. 2. Да, сейчас тоже, конечно, проблемы есть, где-то там в Сицилии, в Неаполе уже навряд ли, но как бы в Сицилии, да, там можно не понять, потому что сицилийский язык очень необычный, испытал, кстати, влияние арабского языка, очень много арабизмов, там 2000 слов, таких ключевых, кстати говоря. Но в целом, как бы уже современное поколение итальянский знает, бесспорно, без вариантов. Да? Вот вам, пожалуйста, к вопросу о том, что мы не сможем восстановить язык, ревосстановить его, рекультивировать. Можно? Нужно. Для этого надо стараться. Для этого есть очень много проектов, которые не завязаны на Республику Татарстан, как инициатива всевозможная. И, например, такие как Айда онлайн и там, другие проекты, которые выполняют очень большую роль вот именно в этом деле самыми скромными ресурсами, поэтому как бы, я призываю всех тех, кто еще не знаком, познакомиться, к тем знакомым обязательно соучаствуйте и содействуйте, помогайте. Это очень важно. То есть это мы показываем и демонстрируем тем, что мы можем существовать
вне контекста бюрократического аппарата, который забирает у нас эту функцию, говорит, сіз халық, сіз шығарылған халық, то есть вы исключенный народ, мы исключаем вас. Саясаттан шығарамыз, и только мы являемся подлинным обладателем суверенитета, обладателем воли. Так что, дорогие друзья, здесь, в общем, есть над чем думать, но как бы там и не было. Опять, если возвратимся к тому, что в эпоху революции важным элементом идеи нации было то, что нация должна быть, как выражались тогда французы, кстати говоря, единой и неделимой. Это не абсолютно новаторская идея российских ростимперцев, едино неделимая, то и французская модель. Французы тогда вообще, французские энциклопедисты, французские революционеры, они дали ход стольким модным интеллектуальным вещам, что до сих пор они такими сгустками еще присутствуют в нашей недоваренной каше. Так вот, в их понимании нация – это совокупность граждан, чей коллективный суверенитет и формирует стату, формирует даулет, да, которая есть проекция их политической воли. Но здесь я еще раз повторяю, дорогие друзья, что татары больше, чем Республика Татарстан, и в политическом, и в символическом, и в концептуально-правовом легалистском смысле. Вот французская революция, декларация прав, да, 1790 какого-то третьего, там, пятого, может, я не помню года, она гласила, что каждый народ, из какого бы числа он ни состоял, из какого числа членов он ни состоял, маленький, большой, да, на какой территории бы он ни жил, является независимым и суверенным. И этот суверенитет не отчуждаем. Декларация прав. Теперь мы берем устав Организации Объединенных Наций. Объединенных Наций. Он так и называется, не государств, а наций, которая, конечно, произросла из французской декларации прав, да, конца 18 века. Так вот, он говорит, что каждый народ, каждая нация, вернее, которая себя определяет такой, имеет право, с одной стороны, на восстание, на народно-освободительное движение, и национально-освободительное, скорее, да, и на определение того, в какой политической системе координат им жить. Ну, хотят там себе монархию объявить, ну, живут монархией. Хотят там объявить курултайную демократию, пожалуйста. Это их право, потому что в их содружестве и заключен суверенитет. Вот они этот суверенитет как бы вот иррадиируют, то есть излучают из него свет, и этот свет является, как бы застывает в форме политической, в форме политического какого-то конструкта. Так что, как я уже сказал, нация обретается в момент этой самой борьбы. То есть нация – это прежде всего преобладание, скажем, да, доминация общих интересов над частными. То есть интересы нации, они преобладают над моим личным интересом, Айсина Русламбека. И когда я это понимаю, когда я это осознаю, принимаю и подчиняюсь некой результирующей суверенной воле, шел Шахтар. В этом случае я становлюсь деятельным членом нации. К народу я по определению отношусь, к низовому, к популю. Ну, вот там, полок, так сказать.
people. Вот недаром же Сурков сказал people have it. People, вот то, что я вначале говорил, populace. Обездоленный, брошенный, несчастный, неимущий народ. Он хавает. Почему? Потому что он неимущий. Как только ты поднимаешься ступенью выше, ты становишься членом нации. Миллят. Я уже сказал, миллят – это то определение, которое обозначено в священном Коране. Понимаете разницу? Эта разница очень важна. Мы не должны игнорировать это. Раз уж мы такое внимание уделяем флагам, гербам, да, вот за них умираем, боремся, спорим, зубы выдергиваем друг другу клещами. Но почему мы игнорируем такие символические, концептуальные вещи? Вот это я понять не могу. Ну, сейчас среди российских либералов, вы знаете, идет дискуссия. На берлинский этот митинг под руководством Яшина, Навальной и Карамурзы. Митинг был малочисленный, как известно. Пришел какой-то парень, 16-18-летний, фамилии имя не помню. Триколор, ну, российский флаг. Хотя изначально там вроде организаторы сказали, что никакого триколора не было. И вот сейчас там просто, я как не зайду в Твиттер, там дрязги, они что-то там друг друга кусают за хвост, обсуждают. Казалось бы, да, ну, флаг там, ну, пришел, не пришел, ладно, там проигнорируй. Но нет, символически важно. И тут, по-моему, позавчера у меня брали интервью, и был вопрос этого характера. Почему российские либералы вот как бы вцепились в эту тему? Я понял фундаментально на самом деле. Почему? Потому что они не могут для себя понять концептуально, что такое новая Россия. Прекрасная Россия и будущее, это уже, ну, как бы вы сами понимаете, да? Настолько эфемерное, размытое понятие, что оно и как бы политически не может вас цеплять. Триколор – это как бы вот наследие определенное, да? Вот некой России, очень размытой, где там татары, чуваши, чеченцы, якуты, все вот намешаны, но вот есть какой-то конституирующий государствообразующий народ, и как бы вот все нормально. Вот, ну, как бы так вот оно худо-бедно действует, сейчас Путина скинем, и все то же самое восстановим. Но дальше у них как бы вот несознательно зацикливается. Ведь флаг – это символ вот этого. А у них другого концепта нет, потому что если ты предлагаешь другой концепт, предлагай и другую символику, другой символический ряд. То есть они не говорят о создании национального русского государства. Вот если бы они такое сказали, что бы это автоматически означало? Что и другие нации в составе Российской Федерации тоже запросят свой национальный стейт. Да? Ну, раз вы строите национальное русское государство, значит, и татары должны, захотят, естественно, и якуты, и чеченцы, и Объединенный народ Дагестана. Такого захочет и Коми, и Эрзя, и Мокша, и так далее, и тому подобное. У них где-то это срабатывает, что да, это же как бы цепочку сразу, да, какой-то вот принцип домино сработает. Нет, думают они. Давайте вот оставим в неопределенности. Давайте оставим в неопределенности. Мы как бы вот вроде демократы, но на самом деле имперцы. Почему мы и говорим, что либералы имперцы? Потому что они же не отказываются от этой идеи. Что да, вот Украина и украинский народ, они имеют право на свободу. Имеют, конечно. Грузины имеют. Имеют. Латыши, эстонцы, молдаване имеют. Почему? Ну, потому что у них были союзные республики, когда-то Советский Союз распался, и они обрели свой статус. А что остальные? А татарский народ, который больше численно, чем многие республики бывшего Советского Союза,
сотый раз повторяю, что накануне распада Советского Союза Татарстан по валовому региональному продукту обгонял 7 республик Советского Союза. 7. 4 или 5 раз Татарстан поднимал вопрос об союзном статусе Татарстана. 7 раз. Говорили, да, вы заслуживаете, но у вас нет общей границы, там выхода и так далее. Только на основании этого. Дальше совок развалился, но татарам, там, башкортам, якутам нельзя обрести собственный статус. Почему? Ну, потому что у вас же нет общей границы. Смешно же. А вы знаете, откуда эта тема идет. Сталин якобы дал указание, что у кого нет внешней границы, тем не давать союз. Это специально было сделано как раз против татар и башкортов. И дальше они используют. И эти же Рослибералы используют риторику и тезисы товарища Сталина. Удивительно. В какой-то степени да. Ну вот те же Крашенинниковы, вот эти вот люди с лицом, посидевшие у Брежнева. Они используют абсолютно те же самые доводы, те же самые тезисы. Поэтому концептуально они попали вот в эту парадоксальную ситуацию, парадоксальную историю. С одной стороны, ну как бы да, вот мы же не можем сказать, что мы имперцы. Это же сейчас как бы камильфо. И мы не говорим, что мы будем строить там русское государство национальное. Потому что в этом случае остальные затребуют свое статус. А давайте вот подвесим, и это все останется. Я вас уверяю, что именно такая неопределенность политически сломает их сразу. Через год все. Потому что люди видят, чувствуют, понимают. Но невозможно обманывать. Из-за того, что ты часами просиживаешь в либеральных СМИ, медиа, и тем самым тебя накачивают, твой рейтинг, твой имидж, и тебя и преподносят, вот он лидер. Почему? Ну, потому что его фейс мелькает чаще, чем фейс Абдрахманова, Габасова там, и прочих людей, да? Это так не бывает. Революция – это не мелькание. Революция – это акт действия. Это идеология. И, кстати говоря, слово идеология тоже пришлось в французской революции. Идеология как объединяющий конспект, общественных наук. Вот так она была сформулирована, идеология. То есть идеология напрямую связана с революцией. Соответственно, и дальше это действие. То есть мы должны стать нацией действия. То есть, с одной стороны, идея, а с другой стороны, действие, гамаль, непосредственно. Сформулировал, сделал, сформулировал, сделал. Вот в этом случае нас, конечно, ожидает успех. Да? Так. Теперь вторая часть моего выступления. Дальше я попробую посмотреть, что у нас с вопросами. Значит, относительно так называемых имперских памятников, да, в Татарстане сейчас. Ну, вы знаете, к 220-летию Казанского государственного университета, Казанский он сейчас Поволжский, Приволжский называется федеральный университет, поставили памятник Александру Первому. Александр Первый – это человек, который в 1804 году писал указ об образовании, об организации Казанского императорского университета. Ну, вот я как раз работал в Казанском университете и, в частности, в направлении по подготовке к празднованию 200-летия университета. В 2004 году это было. Поэтому хорошо как бы эту историю знаю. Короче говоря, вот за эти заслуги ему взяли и поставили памятник во дворе Казанского университета. Ну, больше там ставить некуда, потому что на сковородке напротив главного корпуса стоит памятник Владимиру Ульянову, еще тогда не Ленину, а Ульянову, да, который там учился несколько месяцев. Там рядом стоит
и в скверике бюстик Нужину, это после войны 25 лет ректорствовал. Память там бюст Лобачевскому стоит, ну и так далее. Ну, в общем, ставить некуда, давайте поставим туда. Там еще памятник Конфуцию бюстик вкатили. Ну, как бы к БРИКСу, да. Так вот, касательно Александра I. Вообще, образование организации Казанского императорского университета было связано с тем, что Российская империя, которая активно расширялась на восток и на юг, нуждалась в бюрократических кадрах, которые знали бы тюркские языки, прежде всего, ислам. Это просто Центральная Азия, да, по сути говоря. И поэтому было решено организовать этот университет в Казани. Идеологи считали следующим образом. Именно со взятия Казани в середине XVI века Иваном Грозным и начинается экспансия Российской империи, тогда еще Московского улуса, на Сибирь, Севар, и на юг, на земли казахов, и туда вниз, да. Поэтому Казань является важным символическим местом. Ну и важно как бы логистической зоной, большим градом. И вот именно для этого, для подготовки бюрократических кадров, управления этими территориями со стороны имперской администрации. Вот для этого был образован Казанский университет. 4-й в Российской империи. 1-й, естественно, значит, московский, питерский, Дербцкий. Именно для того, чтобы готовить бюрократические кадры для западных завоеванных окраин империи. И 4-й Казанский университет для подготовки кадров для восточных завоеванных территорий Российской империи. Вот ровно мы счетом так и вышли. Татар туда близко не подпускали. Татар не подпускали близко. Ну, в принципе, татары и не сильно туда старались идти, потому что они как бы старались сохранить свое, были свои медресе, были свои мектебы, отправляли учиться, в том числе там Стамбул, например, пожалуйста, да, Бухару, Самарканд, Яицк, Троицк, ну и так далее. Я учился там, например. Уже перед революцией постепенно татары принимались туда в качестве вольнослушателей. Ну, знаете, такая категория. Это не студент, зачисленный официально, а человек, который имеет статус приходить на лекции слушать просто. Вольнослушатель. Приходишь, слушаешь. Вот. Но никаких обязательств, ты ничего не сдаешь, диплом не получаешь, соответственно, просто как бы вот наматываешь, что называется, на ус. Соответственно, для татар выхлопа особого не было дореволюционных от Казанского университета. Да, потом он таковой точкой сборки встал, но даже тот, например, восточный разряд, то, что называется восточным институтом, да, для подготовки этих кадров, он потом полностью был откомандирован в Санкт-Петербург. Просто забрали все хорошие кадры. Там были блестящие ученые, кстати говоря, очень честные, искренние. Их труды, они все улетели туда, в Питер. Вопросы по телкеистике, там, исследования исламских рукописей в огромном количестве там все это. Все это империя забрала. Ну, почувствовала неладное, что там. Да, это может сыграть против нее. И, собственно говоря, совсем недавно, как вы знаете, Минниханов посетил памятник, который стоит на реке Казанки, фактически на месте слияния Казанки и Волги, так называемый Казансу Илгасахан, Идель Илгасахан, вот, Кисишкен Жеренде, стоит памятник воинам, завоевателям Казани. Это такая вот часовенька с крестом. Сейчас такой полуостров был намытый, сейчас там все очень цельно сделано. 300 миллионов рублей. 300 миллионов рублей. На это все выделено. Но ни одного памятного знака погибшим воинам,
защитником Казани, нет. Ну, не дает Москва. С 90-х, с конца там 80-х годов, с 88-го года, 89-го вопрос поднимался и членами тогда Все-Татарского общественного центра, и потом Мили Меджлис Тарафан, и Тифак Хамбашката, остальными структурами, и все, как бы, нет. Хотели даже памятник Ивану Грозному поставить. Хотели памятник поставить Екатерине II, отстояли. Я рассказывал эту историю, как мы отставили. Памятник Петру Первому хотели поставить на улице Петербургской, сейчас где стоит бюстик Льва Гумилева. Тоже мы тогда раскачали, я не помню. А перед тысячелетием Казани было это, 2005-2004 год. И вот тогда было движение УЗБИС Харакета, движение УЗБИС. Вот тогда раскачали, дозвонились до заместителя Матвиенко. Тогда Матвиенко была губернатором Санкт-Петербурга. Были пикеты, письма, там писали, все такое. Она удивилась. Говорит, а что за кипиш? Говорю, ну, Петр Первый – это вообще убийца татар. Это просто мясник, кацап. Она удивилась, как так? Можете подготовить справку историческую? Мы там подогнали справку, ученых попросили наших. Они сделали соответствующую справку, они посмотрели, что действительно как бы не соответствует. Ну, мы сказали, что там памятник постоянно будут всячески как бы к нему относиться соответствующим образом. И что предлагаете вы? Ну, давайте Гумилев, почетный гражданин Санкт-Петербурга, много писавший про историю татар, 2 раза за это сидевший, как известно. Да? Кстати говоря, ему принадлежит перед смертью изречение, что я всю жизнь защищал татар, но татары меня не защитили, не делали ничего. Ну, вот такая у него вида была. Он как бы известный историк, в общем, себя он называл вообще последним евразийцем. И вот на основе этого компромисса, значит, вот, поставили они бюст Льву Николаевичу Гумилеву. Это я вот к вопросу о том, как эти процедуры, эти процессы тогда происходили. Екатерине II то же самое. То же самое там общественность подняла, отбили, поставили почему-то бюст Шахаб-ад-Дина Марджани, хотя я был против лично и публично об этом выступал, потому что с точки зрения ислама это неприемлемо. Шахаб-ад-Дин Марджани был известным имамом, хазратом, и он бы точно не одобрил, и как бы это не вариант. Можно поставить книгу. Можно было большой макет Марджани Мечети поставить. Да, это на озере Кабанда, на набережной стоит. Но много вариантов. Представляете, как безобразно этот бюст, ни туда, ни сюда. Ну да ладно. Но при этом в городе Елабуге поставили памятник Екатерине II. В итоге поставили, потому что якобы ее распоряжением, ее указом, а татары ее называли якобы Аби-Патша, с неким уважением, трепетом, что тоже является на самом деле блеф. Ну, писали в официозе, это как бы, чтобы что-то просить. Но чтобы татары прям трепетали перед личностью, значит, Екатерины II, все это туфта. Все это туфта. То, что она даровала там татарам какие-то вольности, мусульманам, это не из-за большой любви. А потому что империя тогда была потрясена восстаниями Пугачева, Юлаева, Батырши и так далее и тому подобное. Просто она видела, что не справляются. Вот решили даровать. И, в общем, организовали в 1788 году Оренбургское духовное магометанское собрание. То, что называется муфтият сейчас. Ровным счетом для контроля за мусульманами уже из числа вот этих вот указла муллалардан, да, мул, которые были назначены согласно указам чиновников. Более того, несколько лет назад Татарстан включили в так называемый императорский маршрут. В него входит 30 регионов, значит, он посвящен 300-летнему правлению дома Романовых. 300 лет они правили с царем Михаила Романова в 1612, да, и вот до самой, значит, кончины
дома Романовых в 1918 году, вот, ну, 300 лет еще, по сути говоря. Татарстан втянули в этот маршрут. Тянули. Я посмотрел, есть сайт у них, значит, открыл вкладку, где про Татарстан, там очень все смешно, там вся кафедральные соборы. Что покушать, пишут. Покушайте чак-чак и козылык. Ну, для них вот мы так вот. Козылык, чак-чак, все это ишпушмак. Меня, честно говоря, дико раздражает, когда вот все татарское духовное наследие сводит к ишпушмаку и чак-чаку. Уже из этого пора вылезти, дорогие друзья. Ну, сколько можно? Ну, вот сколько можно топтаться вот в этих, я извиняюсь, в этом тесте, в прямом смысле. Что, у нас другого нет, что ли? Чак-чак, ишпушмак, чак-чак, ишпушмак, все. Каляпуш, еще напялить, и трактате, гармонь, уйна гармонии, все. Это же самоунижение, в конце концов. Я все понимаю, оно как бы является частью, но оно не является тем самым конституирующим элементом духовного пространства. Ну что, вот за счет этого держится, что ли, нация? Что касается этого императорского маршрута, да, и, значит, и башки, и башкорты, и татары, удмурты, Эрзя, Мокша, Чуваша, все поднимали наряду с татарами восстание против династии Романовых после того, как прервалась династия, собственно говоря, Рюриковичей. Это вообще как бы известно. И вот мы как бы должны сейчас им дань уважения. За что? За что дань уважения? Потому что сильная волна христианизации и русификации пришлось на период Петра I. При Екатерине II притеснение религиозных национальных прав достигло пиковых значений и прервалось только потому, что, как я уже сказал, власть уперлась в сопротивление. Да? Потому что и Пугачева, и остальных чествовали и принимали народы как освободители. Вот тогда Екатерина пошла на попятную. А ее вот пытаются каким-то образом возвеличить. То есть вот тиран, а есть гуманный тиран. Один вам рубит голову, а другой пальцы отрубает. Конечно, на фоне того тирана он считается гуманистом. Но это не значит, что этого тирана, в кавычках, гуманиста мы должны возвеличивать и памятники ему ставить, да? Более сверх того, дорогие друзья, поражает до сих пор тот факт, что Татарстан никак не может увековечить свое... что Татарстан никак не может увековечить свое историческое бытие времен Золотой Орды и Казанского ханства, как я уже сказал. Нет ни одной фактически монументальной или письменной памятки в виде названий улиц, указателей об основателях этих крупнейших держав Средневековья, да? Как будто вот не было никакого золотоордынского периода, была Волжская Булгария, бах, что-то там раз, какое-то Казанское ханство, потом династия Романовых, которая взяла и своим как бы благодеянием окропила эти места своим этим флюидом. Вот это вот церемониальная имперская роскошь, перемешку с трагедией и жертвами. Это мне все напоминает, как во Франции после восстановления абсолютизма при Карле, каком это было, не помню, значит, нет, это было, конечно, в Англии в 1800 каком-то году при коронации одного из императоров народ съезжался для того, чтобы получить от него исцеление. Считалось, что именно вот в эти моменты интронизации
значит, спускается особая благодать, и люди могли участвовать, простой люд, в смысле, вот тут популец, да, мог участвовать и тем самым какие-то свои там недуги излечивать. Вот после французской революции, если там предыдущей коронации таковых было там 2000, по-моему, человек, то уже там 1800, например, 20-х годах таковых пришло, по-моему, человек там 100 всего. Но все равно эти 100 человек где-то находились, да? Ну, от огромной людской массы 100 человек, как мы понимаем, это ничто. Вот здесь нам пытаются протащить такую же тему. Вот какие-то императоры, которые, конечно, вас резали, убивали, там устраивали геноциды, но принимайте их, потому что вот они императоры, соответственно. Поэтому и последние эти события с памятниками, на мой взгляд, это история в ту же самую копилку. В ту же самую копилку, когда нас фактически заставляют принимать эти чуждые. Они не то, что там чуждые памятники, типа там Конфуция. Ну, какой черт нам Конфуций там Татарстану понадобился. Ну, ладно, поставили там где-то, да, на задворках. Но это же имперские символы, которые вот непосредственно относятся к трагедии татарского народа, вообще народов Поволжья. Вообще народов Поволжья. Потому что Чувашии там поставили Ивану Грозному. Недавно в каком-то селе Чувашии коммунисты поставили очередной бюст Сталину. Там, я понимаю, что у простого народа, у пополя, у него вот каша в голове. Этим, естественно, пользуются. Сейчас, ну, кто воспротивится установке памятника какого-нибудь? В Чечне там целый проспект Путина есть. Сейчас уже люди будут молчать. И, собственно говоря, вот через это идеологическое давление и идет фактическое насилие. Это тоже насилие. Насилие над памятью, насилие над чувствами, насилие над идентичностью, скажем так. Так, давайте посмотрим вопросы, какие есть. Как увеличить пассионарность и, значит, вопрос размывания идентичности. Понимаете, если чисто физиологически брать, то пассионарность, а фактически тестостерон, если так сильно принизить и заземлить этот вопрос, он поднимается посредством двух вещей. Первое – это преодоление, то есть когда человек сталкивается, мужчина, прежде всего, с какими-то трудностями на войне, в противостоянии, он их поднимает. Тестостерон автоматически поднимается. Второе – это вот во взаимодействии с женщиной, когда он ее завоевывает. То есть когда мужчина проявляет свое мужское начало, тогда поднимается тестостерон. Пассионарность – более сложное явление, хотя разработанное помянутым мной Гумилевым, оно все-таки связано с теми процессами, которые напрямую от нас не зависят, к сожалению. Но на личном плане, как я вот уже говорил, мы можем это сделать. Мы можем. Но сопротивляются на то, что опираются на то, что сопротивляется. То есть если мы будем всегда в процессе борьбы, сопротивления хотя бы внутреннего, это будет в нас выковывать ту самую стальную волю. Но без этого никак, к сожалению. Чем больше мы идем на компромиссы, тем больше мы становимся, я имею в виду мужчин, чем больше женственными. Чем больше становятся женственными, тем меньше возможности бороться. Просто уж как бы человек не в состоянии по природной конституции. Время странствий государства от слова государь, княжество от князь, ханство от хан. Нет, государство от господарства. Но государь – это просто перелицованное слово. Так, дальше. Роза, где и когда у народа была власть, я такой страны не знаю. Так и чтобы из народа
чтобы так называемый народ приобрел власть, нужно стать нацией, нужно стать революционным авангардом, о чем я вам и говорил, что народ сам по себе не может обладать. Власть это абсолютно точно. Но чтобы таковым стать, он должен преобразоваться, он должен переплавиться как раз-таки. Это есть преобразующее начало из народа в нацию. Так. Также время странствий пишет, что у государя были холопы и крепостные, у князей и ханов не было холопов и крепостных. Да, были подчиненные, холопов не было. Райди, расскажи, пожалуйста, про Волжскую Болгарию, что делать со спорами чувашей. Про Волжскую Болгарию, может, мы отдельно сделаем стрим, что делать со спорами чувашей. Ну, дискутировать на уровне ученых, там, могу сказать, я знаю предмет этого спора, ну, как бы, я не думаю, что он может стать неким раскольным внутри нас. Ну, потому что нужно понимать, что чуваши тоже должны как бы иметь некий символический пай, да, вот в чем-то исторически очень важно. То есть с этой точки зрения их понять, я понимаю с этой их точки в этом аспекте. Так, for freedom, как писал Ибн Фатлан, Болгария была исламским государством, были мечети, призывы на молитву, хранили по мусульманским законам. Да. Чингис Мишари пишет, при Грюнвальдской битве были поставлены условия князя, он был удивлен, мы начинаем и заканчиваем бой. Да. Так. Также for freedom. К сожалению, многие татары, зомбированные песнями, плясками, сабантуями, не догоняют. Вот, не знаю, о чем речь. Так. Я, к сожалению, не могу воспроизвести этот ник. Руслан в целом молоток, но Бахаркяй увлечен мини-имперской болезнью, мечтает о Евразии в глазах других народов. Это смешно, мы вымираем, а он о Евразии. Что предлагаете? Что если кто-то вымирает, чтобы я с ними сел и вымирал вместе, что ли? Те, кто не ставит высокие цели, высокие планки, тот и будет стелиться низко. Так уж заведено. Надо ставить всегда большие цели, потому что без больших целей вы не сможете ничего достичь. Поэтому я, например, против того, что говорят там сохранение. Не сохранение, а развитие. Потому что если вы ставите установку на сохранение, то вы только сохранитесь, но развиваться, там, двигаться не будете вперед. Так. Так. Борис пишет, независимую перепись тюрков надо онлайн провести. Мавзолей занижает данные по коренным народам. Это однозначно так, полностью. Поддерживаю, более того, лет 15 назад, 15, может, около того, у нас была идея попытки провести параллельную перепись татар, но тогда не хватило возможностей. Так, конечно, это необходимо провести, потому что вот по последней переписи татар там занизили на 600 тысяч человек, а согласно данным мини-переписи, они проводятся перед так называемыми большими всероссийскими переписями, вообще не должны были данные поменяться, то есть ни в плюс, ни в минус, примерно в этом же статус-кво устояться. Но, видите, сразу 600 тысяч, ни одного народа столько не срезали, как у татар. Это невозможно просто. Ну, тот же Дамир Исхаков, который по первой специализации является демографом, он участвовал еще в советских переписях, да, как методолог. Розыгрышская борьба, личные интересы всегда выше. Личные интересы выше у простых людей. Вот я вам скажу. А мы должны исходить из чего? Если уж мы
люди с горячими сердцами, которые реально болеют и сопереживают за судьбу нации. Соответственно, мы не из числа простых людей. И мы можем поставить наши интересы личные, да, в подчинение общественным интересам. Вот в этом. Для этого уже немного народу надо, на самом деле. Посмотрите, тот же самый Гумилев говорил, что пассионарность владевает 2-3%. Если 5% пассионарности, ее просто разрывает изнутри. Просто настолько сильная радиация. Да. Джордж Вашингтон, people have it, это Титамир из Кармен сказал 90. Да, возможно, Сурков и прочие, значит, взяли у него. Русланбек, онлайн-сообщество – это хорошо, но онлайн никогда не заменит офлайн, и не менее важно продвигать тему возвращения народа, туан эльвизге и дельбуйларына. Мен сіздің білән келешем, но, например, у меня отец родом из Нижегородской области, Нижегородан. Они туда пришли с Алтая в составе войска еще в XIV веке. Им дали там наделы земельные на территории нынешней Мордовии и Рязани. То есть вот там живут. Это что, не наша земля, что ли? Наша земля, соответственно. А Сибирь татарлары. И так далее. А им как быть? Для них символически может быть Татарстан некой родиной. Символической. Но вот укорененно это как бы их земля. Это методологически этот вопрос надо решать. Почему он вызывает так много перебранок в том числе, да, и вот тех претензий, которые мне предъявляют, типа, сын там с какими-то несуществующими идеями носишься. Так, идеи-то, большие идеи овладевают людьми только потому, что они придают особое свечение. Особое свечение. Так. Анутьяз Алгачат. Алгачат. Все тюрки должны быть в Тюркско-Туранском союзе. Не разделяйте, все мы тюрки. Все правильно, адрес. Так, и как стать, Роза пишет, нацией действий. Лично я считаю, что пока самостоятельного государства татар нет, то и действий нет. Чтобы объединиться с татаром, нужна профессиональность, которой нет, замкнутый круг какой-то. Понимаете, вы тем самым сами себя опрокидываете в то, что невозможно ничего делать, пока не придет добрый государь, мини-хан или макси-хан, который вот возьмет и нас вот там, значит, каким-то образом накрутит, придаст нам пассионарности, зальет скипетр в соответствующее место, и мы тут же еще встанем бороздить простор Большого театра. Нет, конечно. Чтобы стать нацией действия, нужно сначала понять, что за действие, и действовать. Вот когда мы начнем действовать, тогда мы создадим завихрение, тогда мы создадим, и мы будем преломлять это пространство. Я в самом начале сказал, что мы не должны зависеть от хотелок или настроений чиновников, которые сидят там. Почему я должен от них зависеть? Почему нация должна от них зависеть? Их интересы сейчас не совпадают с интересами нации. И почему когда-то они должны совпасть? Если мы так и будем сидеть сложа руки, тогда грош нам цена. Тогда надо расписаться в том, что мы негодные ни к чему. Вот и все. По крайней мере, делать надо что-то. Ну, вы знаете, как в той истории в Коране, когда муравей пытался потушить огонь, да, в который вошел Ибрагим алейхиссалам. И вот его вопрошают, что ты делаешь, ты как бы не изменишь, ты не потушишь этот пожар. И он говорит, ответственность у меня есть, и я буду в судный день ответствовать перед Господом миров, что я хоть что-то делал. Я, муравей, тормозка, делал чего-то, пока другие рассуждают. Так.
Также Алгачат. Вы же знаете, что в школе Татарстана изучение татарского факультатив. Это этноцид. Чукаганнар, шуымда килмәсә, руслар, алдакчылар һәм куркаклар, хәйләкәр кешеләр. Ансы белән килешеп була. Тик шулай да үзебезнең көчебездән килә торган әйберне эшләргә кирәк, проектларны. Алга сөрергә кирәк. Алар бар. Татар телен интернет аша да була, өйрәнеп була. Дәүләттән гел көтеп булмый. Дәүләттән дип әйтәм, шул мәгъмурлардан, чиновниклардан. Алардан көтсәң, бер нәрсә дә булмас, минемчә. Килеп чыкмас. Чөнки үзебезнең суверенлыгыбызны без аңламыйча аларга тапшырабыз. Мәгез, егетләр, ягез, эшләгез. Ник соң без һаман аларга сылтыйбыз? Юкки, үзебез эшләргә тиешбез. Шул чакта гына уңышка ирешергә була. Так. Так. Алгачат, Керемет, у меня шрифт так. Екатерина убила нагайцев. Земля нагайцев в Крым. Петр I велел тихоря убивать тюрков, татар, казахов, башкортов и так далее. Нагайцев Суворов убивал по Катькиному приказу. Все так. Все так. Просто геноцид нагайцев, он, к сожалению, мало озвучиваем. Это настоящий геноцид. Кстати говоря, Джимакина в пятницу на канале «Поистине» у нас будет эфир, стрим с представителем братского нагайского народа Ризваном. Вот. И мы обязательно эту тему тоже постараемся обсудить. Шурале. Руслан, как нам вернуть ханские регалии из оружейной палаты? Это подняло его дух народ. Хороший вопрос. Сами мы пока вернуть не можем, но нужно создавать петиции, нужно поднимать общественную волну, давить, писать, чтобы как бы вот чиновники, которые сидят там в Татарстане, они как бы немножко хотя бы почесались по этому вопросу. Анатурас Алгачат, Зурахмет Сызге, Руслан Сызге, Зурахмет, Дустам Кардашем. Как же я уже жду, когда этот эфир будет сохранен. Он будет сохранен. Так. Мурат Баш. Есть такое мнение, что кумыки, татары, Крым один народ, расколовшись после падения Орды. Как думаешь, Руслан? Ну, конечно. Одно пространство. Ведь в чем дело? Наше разъединение, оно территориальное. Вот в чем дело. Я и говорю, что цепляться за территориальность для нас не самый хороший вариант. То есть мы ответственны за свои земли, там, где мы хозяева, мы должны вернуть свои, нам чужого не нужно. Но при этом, когда была Золотая Орда, вот правящий слой, он был один. Это была часть чингизовского пространства, в том числе там беки, Беклеры-беки и так далее, которые попеременно правили, например, в Казанское ханство после распада Большой Орды, значит, могли в Крым приехать, да, почему в Казани там несколько партий было, крымская, нугайская была партия. Из Крыма в Казань, из Казани к Нуаям уехать, от Нагаев уехать к Шибанидам куда-нибудь. То есть вот они рассматривали это как одно пространство, не разделялись. Ну, как бы средневековый люд, он определял себя через привязку к великому проекту. Поэтому мы были одним народом, говорили на одном языке фактически. Да, были диалектальные различия. А уже с разрушением Орды и образование ханств на его осколках постепенно стало вырабатывать некую особую этническую формацию, которая вследствие потом падения одного с другим ханств, они обособились и стали нациями.
этническими группами. Естественно, в Москве, например, тоже это народ, разделяй и властвуй, Давид Темпер. Вот. А в действительности это как бы мы снизошли с одного корня, мы были носителями одного дискурса, одного проекта. Поэтому этногенез, например, татар очень сложный, у него много факторов, много элементов этнических. И только так. То есть наша задача с сохранением своих, конечно, идентичностей объединиться вновь. Единство многообразия. А по отдельности иначе Буряшар. Но, Нейм, как объяснять татарам, что ислам необходим в первую очередь, фундамент любого начала? Однозначно. Ислам – это не только мое мнение, это говорят все знатные историки. Татары сохранились и смогли развить свое политическое начало, свое духовное начало, да, свою культуру и все остальное, и образование сформировать только в рамках ислама. Вот ислам был масса, мы бы рассеялись бы. Ну, огромное количество народов в России, которые постепенно исчезают. Потому что нету духовного ядра, который их сдерживает и удерживает. Руслан, я уже готовлю своих детей к будущему независимому Татарстану. Аллах. Но, Нейм, как объяснить условно на пальцах, что татарский язык становится чем-то несерьезным даже для самих же татар? Они начинают его использовать только, чтобы сказать пару слов, и то только в теме шуток. Вы знаете, все-таки я вижу, что эта тенденция, она сейчас изменилась. Она изменилась после 2017 года, вот когда Путин запретил изучение татарского языка в школах. У татар внутри начало вскипать. Хорошо знаете события, непосредственно в них участвовал, да, и тогда, я помню, в Казани просто люди ринулись искать курсы изучения татарского языка. Оказалось, что этих курсов там 2 или 3 на всю Казань. Просто они не смогли вместить всех желающих. Тогда в мечетях стали открывать эти курсы татарского языка в несколько смен, там, утренний, вечерний, дневной и так далее. То есть интерес пошел очень серьезно. Ну, дальше, понятно, откат, как от любой инициативы, да, от любого такого драйва, дальше будет откат. Но надо было этим пользоваться. Что сделали наши мятмурля, наши чиновники? Они все забюрократизировали, они все намотали на вот эту вот фигню, комиссия, там, пляски, опять конкурсы какие-то. Одни и те же люди там участвуют, одни и те же люди получают эти призы. Просто обрыло. Это, ну, вот колхозный вариант, к которому они привыкли. Марат Готович возглавляет эту комиссию там по языку, да. Но это хороший там управленец когда-то был, возглавлял Министерство сельского хозяйства. Ну, как он может вообще управлять такой сложной живой материей, как тель? Да, он прекрасно им владеет. Ну, прекрасно им владеет. И понимать, что надо делать, это не одно и то же абсолютно. Хороший человек – это не профессия, как говорят в этих случаях, да? Нужно прививать гордость. Нужно прививать гордость языку. Нужно объяснять, для чего он нужен. Нужно говорить, что это не умирающий язык, и приводить, как я вам говорил, с итальянским языком, пожалуйста, с баским языком, пожалуйста, с каталанским языком, пожалуйста. И много таких случаев. С казахским языком, пожалуйста. Братья-казахи смогли, вот у них по статистике официальной, знающий казахский язык за вот эти 30 лет, вот за это поколение, выросло на 25%. Все, это можно восстановить. Язык – это не только форма коммуникации, это опять-таки форма вашего взгляда на мир, это вопрос идеологический, потому что мы все прекрасно знаем, в мире современных коммуникаций, технологий, почти на любом языке можно разговаривать. Сейчас есть вот эти вот специальные приспособления, да,
в виде наушников, там, по-моему, 50 языков поддерживается, может там в режиме онлайн говорить. Не в этом дело, а в том, что вы другим языком смотрите на мир, другим началом. То есть вы фактически в чужой шкуре находитесь. Вот в чем дело. Я вообще никогда не был сторонником, даже более того, я противником являюсь бороться с языками. Я сторонник того, чтобы бороться за языки. Вот за языки. Чем больше человек знает языков, тем лучше. Русский, татарский, английский, там, французский, арабский, турецкий. Вот как было у татар, когда наши деды, прадеды Абиба-Вайлар знали по 4 языка, откуда и пошла поговорка «татарга талмач киряк туе». Татарину толмач не нужен. Ну, толмач тут растолковывает, да? Потому что татары, которые как бы присутствовали везде, в Центральной Азии, учились, торговали, они одновременно, естественно, знали тюркские языки, персидский, кстати говоря, арабский. Это была нормой татарской нации. И сейчас мы эту норму должны возвратить. А у нас все сводит вот к этим самым пляскам, танцам, чак-чакам и всем остальным. Вот соберутся там, потанцуют, чак-чак, все, вот этого достаточно. Да и недостаточно. И я понимаю, меня возражают, не надо их критиковать, хоть на вся Шлиллерами. Только если не критиковать, они и не будут ни о чем думать. Если меня не будут критиковать, я тоже буду ходить, считать себя там самым великим и могучим, да? Критика же не для того, чтобы человека унизить. Критика для того, чтобы способствовать, инициировать какие-то качественные изменения в нем или в сообществе. Не в форме того, что я сижу, критикую, ничего не делаю. Я к тому, что давайте перейдем с этой ступени на другую. Я понимаю, в начале 90-х мы эти этапы прошли, там татарские дискотеки везде эти устраивали, чак-чак байрамнары и так далее, да. Все это было. Это уже пройденный этап. Но нельзя топтаться на одном месте. И я понимаю, конечно, молодое поколение, которое видит это, ну, в лучшем случае, да, какой-то очень интересный, какой-то очень важный, наверное, элемент национальной культуры. Ну, посидел, посмеялся, значит, шпичмах съел, вышел за дверь и как бы забыл. Оно его не торкает. Он смотрит на это просто как на музейный экспонат. И когда ему в альтернативе говорят, вот, великая русская культура, там Пушкин, Лермонтов, туда-сюда, вот великая французская культура. Да, он же там наверняка, там каждый школьник уже знает, что такое Виктор Гюго, Александр Дюма, французская, германская литература, там Гёте и так далее, «Страдания юного Вертера». Вот что нужно культивировать. А ему там впихивают одно и то же. Два стихотворения Тукая, и как бы на этом все, вассалям. И он считает, что татарская культура ущербная по той простой причине, что это вечный шпичмак и вечный бельдж. Здесь вопрос, конечно, в гранях определенных, да. То есть, что есть вообще культура, по сути своей? Это культ, которому как бы поклоняются. Вот я сторонник отхода от этой, потому что мы не можем поклоняться никакой культуре. Мы говорим о некой составляющей репрезентации нашего взгляда на мир. А культура ради культуры, когда я извиняюсь, там что-то намалюет, какой-нибудь чушь, там, это культура. Прогрессивное искусство. А еще если с татарской фамилией, то все, давайте прыгать от большого счастья. А ты распакуй эту тему смысловую. Магнасин Анлад, объясни нам смысл вот этого своего намалевания. В чем он состоит? Квадрат Казимира Малевича. Ну, у Казимира Малевича супраматизм, я извиняюсь, там философия такая, что чихать будешь, пока доберешься до основ. Реально, я вам говорю. То есть это вопросы сложные, интеллектуальные, то есть нужно вырабатывать определенную интеллектуальную методологию. Бар на самовызове. Ну, например, татары в Евразии после русских вторые, кто перевел, например, «Капитал» Карл Маркс. Почему? Потому что был язык соответствующий, который мог это сделать.
с немецкого сложнейшего языка перевести на татарский. Да, это тот татарский, не вот этот курс, на котором мы говорим. Был запрос, соответственно, интеллектуальный. Теперь я задаюсь вопросом, у нас что-нибудь переводят подобного рода? Да, татары там вторые опять в России по изданию книг, по переводам, понятно, потому что второй по численности народ и цивилизация книги Хамбашкалар. Ну а что мы переводим? Сложные тексты переводятся. Ну, мне говорят, а что переводить, если никто не читает? Да и в художественной литературе переводится, тоже никто не читает, а я бы с удовольствием почитал. У меня есть немецкая литература, как бы берешь там, можешь просмотреть. Оно должно быть. То есть, если ты носитель книжной культуры, книжной цивилизации, этап цивилизации Иеса Булсан, ты обязательно должен книгу приносить домой как буханку хлеба. Все. Когда татар отправляют там с не только татар, тюрков, что первое дело брали? Еды в котомку и Коран, китаб. Все, что брали с собой, это пожитки вот эти вот небольшие и китаб. Обязательно. Это духовная пища была. Однозначно. То есть это даже не рассматривалось в качестве того, что надо нам это, не нужно. А сейчас человек там может первым 2-3 машины купить, 5 квартир купить. Он что, думает об этом? Что татарлар тіге вот, сейчас говорят ишмекерлер, байлар деп язык, да, бей, зенгин кишелер, то есть если по-турецки. Они все были хайрячилер, благотворители. Посмотрите, вот был недавно, да, юбилей Саита Рамиев, Дардменда. Там на Сатлыке радио вышел хороший материал. Смотрите, человек был богатейший, человек своего времени, золотопромышленник. Все деньги раздавал, медресе, мечети, мектебы, книгоиздания, поддержка, значит, творческих личностей, интеллектуалов. Все, умер в нищете в 21 году. В Орске я был, там возле этого дома, естественно, не вошел, где он умер, но был там. Богатейший человек все отдал. И так было всегда. Сейчас посмотрите на этих богатеев. В Татарстане 4 миллиардера долларовых, официально 4, двое сыновей Шамиева, Сультеев и Шагабуддин. Что-то они дают на вот так по-серьезному? Нет. Их можем причислять к татарской нации? Но вот по степени того, что они не соучаствуют в национальном строительстве, нет. Вот и простой критерий должен быть. Критерий определенное определение нации должен быть. То есть, а может быть человек, который татарский не знает, например, да, вообще плохо разбирается, но он горит. И она, вот у него прям вот все, он готов. Он по-настоящему принадлежит к нации. Принадлежность к нации должна быть эксклюзивным фактором, прежде всего. Так. Да, рахмат, Дуслар, за оценку и за похвалу. Нейм там продолжает. Я тоже хочу согласиться с тем, что мы трусоваты. Можете послать меня, но я не хочу оставаться в розовых очках и обманывать тебя для самообольщения. Нужно решать эту проблему, братья, борьба лечит. Все верно. Все верно. Дело в том, что надо стать и нацией действий, и нацией героев. Кахарманнар миллеты. Вот нация героев, это не к тому, что вот все должны как один, как, то есть помните там 33 богатыря и с ними дядька Черномор. Нет, не все как один. Но вот те люди, которые являются пассионариями, аристократами духа, как мы их величаем, они должны быть нацией героев. Потому что именно герои зажигают, в общем-то и целом. Да, вот то, что я приводил пример того же Дардменда. Остальных их же примеры, они до сих пор вдохновляют человека. Да? Они до сих пор как бы вот являются примером. А если примеров этих нет, то на кого равняться? Нет, и постепенно все как бы не на Сультеевых же этих. Что он там, набили миллиарды долларов, дальше что?
Он умрет, Всевышний спросит его: что ты сделал? Что, с миллиардами, что ли, будут его хранить, как Фиргаунов? Они, видимо, считают себя Фиргауном. Я не против богатых людей, пожалуйста, если они заработаны праведным трудом, и они отстегивают то, что называется, да, положенное, пожалуйста. Но просто эти люди должны понимать четко и осознавать, что они среди татар не могут считаться полноценными татарами. Потому что, во-первых, эти все их средства заработанные на горбу этих людей, и не только татар, а жителей там Республики Татарстан. Во-вторых, заработанные неправедным путем. А в-третьих, раз уж ты заработал, то будь добр, отдай часть. Отдай. Парчасын вер. Нет. Им же никто об этом не говорит. Он даже как не принято. Начинаешь критиковать, там, социалист. Ну, какой социалист? Если мы теперь не покроем позором тех, кто этого заслуживает, тогда они даже не будут призадумываться. Тут хоть будет какая-то волна критики. И Гитлер, я не из-за того, что там нафрятите. Нет, в личном качестве я вас не касаюсь. Там ваше дело, как вы живете. Но вот как функции вы миллиардеры. И эти ваши миллиарды должны работать на народ, на нацию. Шурали пишет: молодежь. Так, я извиняюсь. Джордано Бруно. Так, мы не сильно там за время вышли, да? Никто не устал еще. Так, Джордано Бруно. Нужно открывать татарский культурный центр в Европе и Северной Америке с тем, чтобы турбонадумом проецировать нашу проектность на западное общественное и политическое сознание. Категорически согласен с вами, уважаемый Джордан Абзей. По-другому никак. Должны быть центры сборки, центры кристаллизации. Должно быть объединение. Вот особенно сейчас. Я, в частности, в эмиграции нахожусь, и, я так понимаю, многие, кто в чате сидят, тоже, да. И очень важно, например, объединиться, хотя бы прийти, пообщаться, или что-то сделать, или что-то организовать. Делают так и в Алмании, да, там группы такие есть, хороших активистов, да, но это на общественных началах. А такие везде должны быть. Точки кристаллизации пришел, ты прекрасно знаешь, приехал в Берлин, например, у братьев чеченцев есть, да, приехал, так, они знают, что там есть какой-то центр, офис, прийти, какой-то вопрос задать, туда-сюда, помочь, какой-то там сидит юрист. Ну, то есть это такие простые бытовые вещи, но, как я уже сказал, ссылаясь на Ринана, о том, что нация, миллят – это постоянный плебисцит, постоянное политическое действие. То есть он постоянно должен находиться в состоянии такой мобильности хорошей, инфраструктурной. И нация – это же тоже инфраструктура. Это интеллектуальная, духовная инфраструктура, инфраструктура содействия. Содействие. Ну, например, мы говорим обычно, да, кардаш, вот мы говорим. Ну, там азербайджанцы говорят гардаш. Что такое кардаш? Кардаш с персидского кард – это делание. То есть фактически кардаш – это содеятель, да, соучастник. Вот тот, кто соучаствует, он тебе кардаш. Он соучаствует в твоей судьбе, он соучаствует в твоем проекте. Вот это кардаш. Кардашлик. Кардашлик – это когда каждый вносит какой-то пай отдельности, по отдельности в общее проектное дело. В общее дело, да, Райспаблик, Джумхурия. А Джумхурия с арабского это и есть как бы общий, да, джамаат, откуда слово, общество тоже. В феврале молодежь из Нижгара едет в Москву, остается единица, нужно в Казани создавать социальные программы для привлечения татарской молодежи. Но вот как раз проблема Нижгарстана, назовем его так, в том, что ведь Нижгарстан был в том числе определен как политический центр для давления на Казань в свое время, еще до завоевания Ивана Грозного. Да? То есть он находится ровно на половине пути между Казанью и Москвой. Вот 400 километров туда, 400 обратно. Ровно на половине пути. С одной стороны, там
в Москве очень много татар. Несколько сот тысяч. И там нужно создавать эти проекции. Да? Там есть, понятно, и полпредство, и все остальное. И как бы там татары есть и очень богатые, знатные, и все остальное, и достаточно интеллектуальных, и очень многих людей. Я знаю, уважаю, ценю, которые даже в этих сложных обстоятельствах пытаются что-то делать. И нужно как бы вот создавать эти внутренние сети. Я их называю сети доверия. Внутреннего доверия, как бы социальные горизонтальные связи. То есть вот через это именно. И вовлекать тех людей, у которых есть там ресурсы. Да, опять-таки этих людей каким-то образом разворачивать в сторону того, чтобы они служили нации. Вот так вот это должно происходить. Потому что, опять-таки, вот этот вот наш патернализм, то есть постоянная отсылка к патеру, то есть к родине, там, условно, да, к республике, вот что там сейчас там, Рустам Нургалиев что-то скажет, и там нам дадут, нам сделают и так далее. Это развивает это патерналистское сознание. Мы должны быть нацией действия, сами действовать должны. Так, Муратбаш пишет, толмач от тюркских слов, тиль, язык, ащ открой, да, вполне может быть. Спасибо, так. Ага. Вот, Накия Нурмиева Язаминым, babam Марию Мурчуваш, рус немец тілдерін білейді. Немец тіліне бірінші бітінде соғышынан үйреніп, балаларына да үйретуге тырышқан. Ну, көресіз. Әгер де кішінің тырышлығы бар екен, әгер де не бар, сәләті бар екен, ол любой тілін үйрене алады. Анвар М. пишет, к ноунейму обращается, вы правы, начинать надо с себя, выдавливать себе раба по капле. Кое-чего мне удалось добиться, то есть приучил татар говорить со мной по-татарски. Вот, хорошо. Алгачат вновь пишет, если ты в Израиле живешь, то обязан знать иврит, а если в Татарстане, знать татарский. Объемничек мотор сюляда, татарча, а песни какие у нас, лыгил мун тузана, ай было, красивый, мягкий, певучий. Джордано Бруно, миллиардера, нужно сформулировать предложение, от которого не захочется отказаться. Да, я вот как раз эту мысль хотел донести, просто не доформулировал ее. Спасибо, что за меня это сделали. Нужно вот создать какую-то вот эту вот атмосферу, которая бы их ориентировала на это. Вот механизм надо продумать, я предлагаю вместе подумать, чтобы как бы мы вместе соучаствовали во всех этих делах. Джордж Вашингтон пишет, а сейчас идет кремлевский вброс, что нет профессиональных языков в постсовке, что нет технического научного языка, кроме русского. Это бред, конечно. Нет, это неправда абсолютно. Но давайте посмотрим. Например, в РСФСР у татар, якутов и башкортов был полный цикл образования. От детских садов, обучение даже, да, не преподавание, обучение, от детского сада до, собственно говоря, высшего учебного заведения. То есть до последнего, например, Казанский архитектурный, как он называется сейчас, строительно-архитектурный академии, или как он называется, да, до последнего были татарские группы. Физика на татарском преподавалась, химия. Ну, я сам 4 года учился в татарской гимназии. Химия, математика, алгебра. Биология, я до сих пор некоторые термины помню по-татарски, но по-русски я как бы их эквивалент, мне надо там немножко в памяти копаться, чтобы этот эквивалент вспомнить. Это нисколько не мешает. Потом ведь учеными уже давно доказано, в общем, что билингвы или трилингвы, да, или там полилингвы, они более восприимчивы открыты к познанию. То есть, скажем так, перцептивная, то есть возможность восприятия человека выше, тем больше он языков знает. Это как бы доказано, здесь уже никто этот момент не оспорит. Поэтому вся эта документация есть, и техническая литература. Вообще не проблема, абсолютно. С техническим аппаратом, потому что он более или менее везде состоит из корней латинских языков. Ну, возьмите медицинский, вообще на 90% состоит из латинских слов.
или из греческих слов. Собственно говоря, технический язык то же самое. Или латинский, или англицизмы. Турки, например, пошли тоже путем, они там свою терминологию создали, тоже фактически с нуля. Ну, как бы на корнях тюркских языков. Ну, то есть, даже если этого нет, но это организовать вообще сложностей нет. Вообще трудностей нет. Это же вопрос внедрения. Вопрос внедрения. Так, Анвар Язам, Яма Миллет, Яма Раштан Башлана, да. Так. Умяров. Без разделения от Москвы нет развитой культуры на всех территориях татар, только разделение. Как раз таки очень важно, что вот то самое разделение, или, как говорят в этих случаях, стазис, да, то есть размежевание. Размежевание. Ну, вот там опять-таки размежевание очень важно, потому что даже понятие enemy в английском как враг изначально означало не друг. То есть ты определяешь как бы, не впрямую, что он враг, он просто тебе не друг, соответственно. Дальше там очень четко рассказано, и что если тебе мешают вот в этих процессах, то ты должен разделиться. То есть это является фундаментом твоего спасения, разделение. Не только вот разделение воспринимают в каком-то ужасном негативном ключе, но разделение с тем, кто тебя насильно к этому присоединил, это не является преступлением, это является спасением и твоим неотъемлемым правом. Если у человека, условно говоря, есть право заключить себя в брак, у него есть право этот брак расторгнуть. Ну, талак сделать, например, да? А тем более, если, например, там супруг, зачастую это бывает мужчина, абьюзер, как сейчас говорят, абьюзер, там еще какой-то нехороший человек, то, значит, у женщины есть право развестись. Абсолютно. Но если тебя еще селом засунули, как вот в нашем случае, да, у тебя это право просто не то, что неотъемлемое, оно фундаментально является твоим обязательством. Потому что освобождение от тирана – это прямая твоя обязанность. А в случае, если ты принимаешь тиранию на сатрап, значит, к тебе будут относиться как к рабу. Тогда жаловаться-то не приходится. Ну, кстати говоря, татары-то не были же крепостными, да, там государственные крепостные были. Украинцы не были, татары в Сибири, среди них не было крепостных. Так, Батыр Язар Асланым зур рахмет, сізге зур рахметлер. Аллах Тағала сізлерге сәнлік еменлік берсін. Алгачат, сейчас нужно распространить истинное знание истории, привить интерес татарларға к своей истории. После репрессий трусость появляется, но трусы могут исчезнуть как нация. Надо быть смелым, приходится все так. Мишар, есть турки, кто даже Коран читает на тюркском. Почему мы, татары, не будем читать Коран на татарском? Сохраним язык. Нет, как раз таки вы знаете, что опять там вот есть такое вот очень негативное восприятие того, что вот сіз ғарапляшасыз, например, да? А то, что, мәсәлән, татарлар 1000 жылдан артық ислам қабыл еттілер и не арабизировались. То есть мы мусульмане, но мы не арабы. Я вот не понимаю вот этих вот критиков, которые сознательно пытаются вот эту фитну внести, вот это вот низак критерия, да, что вот вы там арабкулы. Какие арабкулы? Ислам дал нам все. Образование, иман, социальное строение. Вот. То есть татар тілінде ғарап сөздері где-то 25% ташкил етеді, 25% ташкил етеді. 25% слов в татарском языке это арабские слова, куранические слова, я бы даже сказал. А все важные слова магариф, магрифят, китаб, мактаб, дафтар, дарес, все слова, которые связаны, гилем, марна и так далее, калям,
все слова, которые связаны со смыслом, они все арабского происхождения. Но при этом он же не вытеснил татарского языка. Он его обогатил. Он его обогатил и поднял на новую высоту. Вот в чем дело. Один язык не вытесняет другого, не должен вытеснять. Он соприсутствует рядом. Поэтому Коранда айтылган. Біз сізні халықлар бұларақ бар иттік. Тіллерні бердік, һәм дүния бойлап сізні себілгенбіз, тарқатқанбыз. То есть мы создали вас народами, наделили вас языками и рассеяли вас по земле. Вот в чем дело. То есть язык дается как откровение. Его Всевышний дал. Соответственно, предание языка, предательство – это нарушение заповеди Всевышнего, предательство его заповеди. Это не то, что, как нам говорят, язык – это там какие-то обезьяны ходили, маймулар, как там Фридрих Энгельс нам говорил о происхождении, как там частной собственности и так далее. И вот там вякали, и что-то там язык родился, да, чушь собачья. Чего не родится? Язык – это сложнейшая семантика вообще, это как бы вся наша жизнь, все наше восприятие, вся наша перцепция в языке. Вы не можете помыслить ничего такого, что нет в вашем языке, что нет в вашем представлении. Вы не можете этого помыслить. Но не может быть такого, что сначала рождается мысль, и потом ты говоришь, так я ее как-то так вот языковым образом филологическим узаконю, тогда зафиксирую символически. Нету такой конструкции, нету такой процедуры обратной. Нет. Она пытается вот таким образом, понимаете, привить, что, дескать, да, там был язык, нет, там ничего страшного. Страшное как раз. Самое страшное, потому что многое из того, что потеряно, это наследие, величайшее наследие предков. Величайшее наследие языковое. Ну вот книга у меня есть неплохая про числа. Если я как бы найду ее в PDF, наверное, выложу у себя в канале Telegram. Феноменально там есть сравнение, например, древних языков между собой и какие сложные конструкции концептуальные, там, смысловые, они заключают. Ну, то есть то, что современному человеку нужно там изъяснить через 200 страниц какой-то сложно написанной книги каким-нибудь профессором, то там это в 2-3 словах. И все, что мы сейчас делаем, мы просто расшифровываем эти мудрости. Так. Юзернейм. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Русланбей. Валейкум ассалам. Какое у вас видение стратегии действия потенциального политического актива мусульман, живущих на территории РФ? С чего начать и какие шаги? Прежде всего, нужно, конечно, осознавать, что мусульмане – это политический субъект, что это часть политической нации, которые сведены воедино общей целью, общей задачей и общим эсхатологическим чаянием. Бесспорно, что мы должны действовать воедино, объединяться, невзирая на разности этнического, языкового, территориального происхождения в конечном итоге, потому что мы все братья и сестры друг другу, да, мы можем говорить на разных языках, это нормально. Вот. И только в этом понимании, что мы единое политическое тело и целое, конечно, мы, скажем, кстати, тело и целое, и цель происходит от одного греческого слова «телос», мы сможем добиться успеха. Первое, нужно объединяться. Я понимаю, что это очень такое формальное и достаточно риторически общее восклицание. Что для этого нужно сделать? Во-первых, определить стратегию. Когда вы определяете стратегию, вы убираете определенные шероховатости и неровности, которые существуют между нами всеми, на второй план. То есть, вот первая цель, первая хадаф, да, то, что в арабском. Что нам надо сделать? Нужно объединиться. Окей, мы говорим, на какой платформе мы можем объединиться? Там представители разных школ, там, значит,
акид и так далее, это можно долго-долго-долго там обсуждать, к единому целому не прийти. Ну, мы ставим политическую задачу. Скинуть ярмо, значит, этой империи. Вот. Вот на этой теме мы объединяемся. Дальше те противоречия и те несогласования, которые между нами есть, мы их оставляем на второй план. Окей? Вот когда мы все решим проблемы стратегического характера, тогда мы можем к этим темам вернуться и сесть нормально, цивилизованно, там, то есть проводить какие-то дискуссии, конференции, участвовать, говорить, доказывать, объяснять и так далее. Следующий момент. Наше политическое содружество, какие формы проектности оно должно иметь? Вот сейчас, завтра, послезавтра, да, там ставим краткосрочная, среднесрочная, дальнесрочная стратегия. Вот сейчас главное выжить как бы в тотальном путинском режиме. Соответственно, сильно не высовываться, но крепить наше взаимодействие, помогать друг другу через какие-то благотворительные организации, заниматься самообразованием, да, создавать какие-то объединения, пока не декларируемые политически, чтобы потом они в момент кризиса этой системы, а он неизбежен в скором времени, они стали как политические, да, ну как это было во времена там французской революции, когда эти клубы политические, там клубы дискуссионные клубы превратились в ячейки революционного движения. Ну и так дальше и тому подобное. То есть, с одной стороны, вот эта вот политическая такия, скажем, назовем ее так, да, но при этом вот препарирование, то есть организация вот этих вот ячеек. Дальше. Мигранты, наши братья, казахи, татары, извиняюсь, узбеки, кыргызы, таджики, части туркмены. Вот с ними нужно взаимодействовать, потому что они станут ударной силой, я более чем убежден. Несколько миллионов человек, очень пассионарных. Вот. И для этого нужно тоже их всячески поддерживать, помогать. Дальше развивать какие-то, опять-таки, образовательные, просвещенческие постепенно проекты. То есть мусульмане должны всегда быть в авангарде действия. Поэтому в Коране Всевышний говорит, пророк, саллаллаху, после того, как ты сделаешь салат, то есть намаз, да, после того, как ты раздашь милостыню, поможешь бедняку, действуй, будь деятельным. Я как-то говорил уже здесь, что слово «амр» в арабском языке это не только приказ, это проект и действие. И проект и действие, который облачается в султана, то есть во власть. То же самое в древнегреческом языке, да, который является эссенцией всех остальных как бы политических языков Европы. Вот слово «эргон» – это дело, проект. Энергия, эрг, имеет один корень – эрг. То есть и дело, и проект. И они взаимосвязаны. Если у вас будет дело, проект, то обязательно она будет истощать из себя энергию. Если у вас есть энергия, вы должны обязательно ее в проектную плоскость разместить. Ну вот в общих чертах, если вот смог ответить, то, пожалуйста, примите. Так, пишет Руслан, извините за вопрос не по теме. Как можно помочь вашему проекту материально? Ну, у нас есть вот видео, кое-какие ссылки там на Boosty, Patreon и на называется USDT кошелек. Заранее спасибо. Так, Татарс пишет, когда у захолустья Московии даже не было медицины, с других точных наук, татарское ханство имели ученых, имели огромный кладезь знаний, которые захолустье нас забрали после разрушения наших ханств. Вы знаете, я простой пример привожу. Значит, берешь или берете, например, литературное наследие Кулгали, 12 век, по сути, ну, 12-13. Нет, наверное, 12, да? Кайсаисов, сказание о Юсуфе. Юсуфе Зулихе, то есть, понятно, это как бы сказание о пророке Юсуфе, алейхиссалам. Да? Высочайшего уровня поэмы, философской и так далее, на исламской базе.
Вы берете как бы культуру российскую имперскую. Первый серьезный поэт Пушкин, который как бы придумал современный язык русский. До этого там, да, были, ну так, очень слабо, ну так по-настоящему это Пушкин, и тот как бы араб, то есть мавр фактически, да, эфиоп. И вы вот понимаете эту дистанцию, потому что центр ученого мира, он находился действительно в исламских, тюркских странах. Ну, возьмите там Бухару, Самарканд, Астролябии, значит, лаборатории научные. Лаборатории, Джанибек там, да, и все остальные. То есть покровители наук были, искусство, науки. Причем эти искусства и науки, они были доступны. То есть это не была лишь прерогатива каких-то богатых или знатных людей. Нет, общественные мектебы, школы обязательно. Все это присутствовало. Книгопечатание уже тогда было. В общем, конечно, не гутенбергского разлива, понятное дело, но все-таки книги не стоили так дорого, как они стоили в той же Европе. Когда, я вам скажу, что даже в монастырях некоторые книги переплетали даже человеческую кожу. Представить это у нас было невозможно просто. Ильдар Зарипов, как вы относитесь к выражению сначала экономический базис, затем политическая надстройка, или же порядок должен быть обратным? Ну, это выражение марксистское. Я считаю, что это обратный ход, потому что экономический базис подразумевает наличие экономических классов. Но нацию достаточно тяжело вместить в какой-то экономический класс. Да, одинаковым образом я могу быть, там, условно говоря, работником какой-то умственной сферы, каким-нибудь журналистом, а вы можете быть эффективным менеджером. Но мы с вами находимся на одной идеологической, политической волне. Интересы у нас общие, да? И где здесь экономический класс? Экономический класс умер, в общем-то, с постмодерном. Просто нет никаких пролетариев, вернее, есть так называемый прекариат, о чем я говорил, так называемый выброшенный класс, да? Сегодня ты олигарх, как какой-нибудь Березовский, а завтра ты вообще там никто. Да. Завтра ты зэк и уркаган. Вот. И такого же очень много. То есть, а все-таки сословное общество – это другое. Просто вот в модерн возникла новая форма социального бытия, которую Маркс прежде всего обрисовал как форму экономических классов, которые борются за место под солнцем. Но мы-то не боремся за экономическую составляющую. Поэтому только политический базис, под него подверстывается экономический базис. Да. Только так. Ну, то, что Татарстан, например, или вот эти татарские новориши, о которых я сказал, обрели все, что необходимо. Что дальше? Их самосознание по Марксу. По Марксу это самосознание должно перестроиться, как бы саморефлексироваться и выйти на формат того, что да, вот денег у нас дофига, давай-ка я там буду помогать людям там. И дальше, как бы по мере этого всего развития отмирают социальные классы экономические, и все вместе потом они сплавляются в единую коммунистическую общность. Но сейчас же мы понимаем, что это уже как бы все бред собачий. Так что такое политический проект? Экономика должна служить политическому проекту. Да, значит, Алгачат пишет, все ресурсы Татарстана, Башкортостана в Москву идут, им это выгодно, поэтому не хотят нас отпускать. Ну, конечно, выкачивают. Вы знаете, что до 70-х годов, до открытия западносибирских нефтяных месторождений, Татарстан, Башкортостан, они фактически обеспечивали совок нефтью. Фактически финансировали совок. Фактически. Ну, там Кавказ, да, понятно. Но в большей степени это вот татарско-башкирская нефть. А потом все равно, как бы, Западная Сибирская тоже наша земля. Так.
Злой казах. Все тюркские народы, когда приняли ислам в 8 веке от арабов, не одевали арабские одежды, остались в своих национальных одеждах, остались своими языками татарским, башкирским, ногайским, казахским. Ну, язык-то как бы так или иначе был все-таки один. Я все-таки поддерживаю эту инициативу по созданию единого тюркского кöyне, так называемого, да, единого тюркского языка, при сохранении всех, конечно, татарского, там, казахского, узбекского. Ну вот, если мы говорим про кипчакский, это башкирский, казахский, ногайский, да. Вот. Но единый язык нам нужно восстановить заново, чтобы мы могли общаться. В общем, потому что так и было, в общем, до революции даже. Почему наши просветители, интеллектуалы легко вписывались в рамках того же самого движения джадидов, да, в любые сообщества, турецкий, там, узбекский, казахский, потому что мы фактически на одном языке говорим. Фактически один язык. Не было этой преграды. А язык – это же не только там коммуникация, это понятийная система. То есть говорили на одном понятийном языке. Вот. И это как бы объединяло. А потом пришел совок, ну и империя, конечно, трудилась на этом поприще, но совок просто взял там разные алфавиты сделал. И постепенно разъединял нас, оттаскивал друг от друга. Но сейчас вот мы должны ревосстановить потерянное. Обсерватория Улугбека, да, Джордж Вашингтон пишет, абсолютно верно, спасибо. К сожалению, умер молодым, а так много чего сделал. Сайбл. Всегда, когда татары подходят к линии отделения от Кремля, 17-й год, падение совка, Кремль обманным путем сгоняет нас обратно. Вот именно потому, что не то, что неразвитость политического мышления, а потому что обманываемся. Обманываемся, к сожалению. И раз, два обманулись, но третий раз уже обманываться, дорогие друзья, как-то непорядочно даже. Стыдно, как говорится, будет перед потомками, да? Стыдно, как так вот, что же ты за человек такой, которого там, ну, я условно говорю, коллективный человек, да, коллективный татарин, которого третий раз вокруг пальца обвели. Хватит, то есть шишки набили, и, соответственно, есть уже опыт. Есть опыт, и теперь я думаю, что третий шанс, который Лаверса выпадет нам в скором времени, он не будет профукан, уж извините за своевольное такое выражение. Но, Нейм, как можно объяснить то, что если выйдя из оккупации Москвы, то это не приведет к оккупации другой, не тюркской страной, типа Китая или США? Ну, во-первых, Соединенным Штатам нафига вас оккупируют? Соединенные Штаты сами погрязли сейчас. Это большая тема, но если коротко говорить, в гражданское противостояние, то есть постепенно идет закат американской цивилизации, она сейчас не в состоянии никого оккупировать. Посмотрите, 20 лет мучений в Афганистане привело просто к бегству американцев. Сейчас они убегают с Ирака. Теперь товарищ Дамир Трамп поставил задачу уходить со всех тех территорий, где существуют большие американские контингенты. Просто не вывозят. А смысл-то? Ну, плюс ко всему, он либерал-почвенник, либерал-имперец, империя как бы внутри замкнута. У них особая модель, да. Поэтому нет, зачем это делать. Подкупает элиту, да, через финансовые рычаги, через так называемую, помните, это известная, да, исповедь экономического убийцы, известная книга исповедальня одного британского чиновника, бизнесмена. Есть даже, по-моему, документальный фильм, как они подкупают. Прямая оккупация сейчас практически невозможна. Это Москва, так вот Москва этим занимается, потому что она как бы лапотная империя 19 века этими категориями мысли. Китай, что касается оккупации Китая, то тоже большая проблема. Вряд ли Китай будет кого-то оккупировать, просто в его нарративе политическом такого не существует. Да, была проблема с Тибетом, но это, наверное, единственное, по-серьезному. А так Китай только экономически душит. Вот. Но что мы можем противопоставить? Общее тюркское единство, тюркский проект, туранский проект. И тогда никто не полезет. Ни США, тем более, которым вообще там, что казах, что татар, там, что якут для него одно. А не Китай, не Россия тем более. То есть вот перед нами как бы ясно стоит вопрос разойтись, то есть вот из этих объятий московских, и объединиться в рамках уже нашего проекта.
Юзернейм. Как вы видите, политический проект Западной Сибири, Сибирское ханство утеряно. Сибирских татар осталось около 200 тысяч против большинства переселенцев. Да, это большая сложная тема. Я думаю, что татарский проект, ну, вы знаете, что я одно время разрабатывал так называемую концепцию Татарстан-5, то есть 5 разных Татарстанов. Значит, это первый Татарстан, собственно говоря, вот в тех границах, в тех рамках 1920 года, то, что сейчас называется Республика Татарстан. Второе, так называемый БТР, я его называю, Большая Татарская Республика. Она не обязательно может быть территориальной, она как бы должна иметь политическую проекцию, да. Следующий – это Идель-Урал, бесспорно, основной массив татарский там проживает. Четвертое – это проектность как бы на Евразию, то есть там, где есть анклавы татарские, это Сибирь, это там Дальний Восток, это там Рязань и так далее. То есть там они в форме анклавов или каких-то статув в виде согласованных, или как там в юридической традиции это называется, ну, эксклавы, да, которые имеют прямую связь, там, например, с материковой территорией. Ну, условно говоря, там у французов есть там Франция, вот есть Маршалловы острова, да, то есть заокеанский департамент так называемый, заокеанские территории. То есть у татар тоже как бы заокеанских территорий нету, а есть территории, которые раскинуты по Евразии. Вот как бы форма прямого взаимодействия вот таким образом должна быть. Соответственно, должна быть вычленена какая-то территориальность, которая определяется как территория исконного проживания татар, особенно сибирских, там никто не спорит, что они автохтоны, да. Вот. И таким образом, соответственно. Другое пока, вот я, честно говоря, другого не вижу. Но об этом нужно говорить, это нужно обсуждать, чтобы она стала уже, ну, как бы зафиксировалась в общественном сознании. Так, ну что ж, дорогие друзья, Кадырли Дуслар, Милләттәшләр, башка милләт вәкилләре, представители дружных, родственных нам наций, прежде всего, не народов. Спасибо вам за соучастие, за то, что более чем 2 часа выдержали мой эфир. Обязательно соучаствуйте, давайте бороться, давайте действовать вместе, брыгя. И я думаю, что у нашего содружества есть большое будущее. А так, пожалуйста, пишите, знаете, я там открыт для общения, в телеграм-канале, на почту, там все данные есть. Предлагайте, может, каких-то экспертов, вы готовы предложить какие-то темы, мы с удовольствием будем откликаться и пытаться прорабатывать. Бигзур рахмат сізге, и обязательно победа будет за нами, как говорится.